Алтай исцелил бесчисленное множество тревожных сердец. В представлении людей Алтай — это пастбище на пути перекочевки, снежные горы и бесконечные пейзажи, которые лечат душу. Но для пастухов на Алтае на пути перекочевок часто лютый холод и навозная пыль. Кочевники поколениями живут в суровых природных условиях и используют уникальную уйгурскую традиционную медицину. Это сокровище древней уйгурской цивилизации. Гора Алтая содержит богатые ресурсы лекарственных трав. Уйгурская традиционная медицина основывается на теории 6 элементов. Это базовое учение в традиционной уйгурской медицине. Он включает в себя небо и землю, солнце и луну, холодные и горячие элементы. Уникальные технологии мы применяем в клинике. Диагностика заболеваний тесно связана с климатом, сезонами, временем суток, средой проживания. Жилая среда. Социальная среда тесно связана. Она отражает единую концепцию неба и земли и человека. В последние годы алтайская традиционная медицина обрела новую жизнь. Многие специализированные процедуры включены в список нематериального культурного наследия уйгурской автономии. Лошади — это крылья кочевого народа. Они с детства растут в седле, пасут скот, кочуют. На полном скаку падения, перелома, вывихи встречаются постоянно. И это породило уникальное искусство вправления костей, мутаса. 8 методов вправления костей включает подтягивание, толчок, вытяжение, надавливание, отпускание, точное возвращение в правильное положение, скручивание, изгиб, поддержка запястья. Остеопаты используют 8 методов для костной фиксации конечностей. С верблюжьей шерстью для фиксации травмированной области. Гладкая фиксация без операций. Не оставляя шрамов. Это дает отличный результат при неправильно сросшихся переломах. Кочевники известны как самая мобильная группа в мире. Постоянный ветер в холодном климате северного Синцана приводит к артриту и кожным заболеваниям. Уставшие пастухи находят исцеление в горячих источниках. Они принимают лечебные ванны из трав, называемую булаву. Лекарственные травы кладут в марловый мешок, варят в большом котле, затем выливают отвар в деревянную ванну, обмывают все тело, тепло воды и проникновение лекарственных веществ, помогают телу быстро впитать их. Лечебная ванна расширяет капилляры, снимает воспаление и боль, расслабляет мышцы и улучшает кровообращение, уменьшает мышечные спазмы. Важно, что все лечение непосредственно через кожу, без нагрузки на печень. Это зеленая терапия традиционной уйгурской медицины. Алтайская овца с курдюком проходит за год до 800 километров. Это самое кочевое животное в мире.
Топленый курдючный жир теплый, не токсичен, укрепляет энергию, изгоняет ветер, способствует очистке и увлажнению кожи. Великая мудрость уйгурской медицины в гармонии и единстве с природой и уделяет огромное внимание профилактике. Кочевники в целях профилактики различных респираторных и кожных заболеваний детей грудного и раннего возраста. Каждому новорожденному делает особую лечебную ванну, называемую Маяслау. Ребенка купает в слабом солевом растворе. Курдючный жир нагревает до 42 градусов. Нежно наносит на все тело. Помогает младенцу сгибать и вытягивать ножки. Курдючный жир питает сухую кожу, предотвращает и отгоняет болезни, способствует развитию малыша и укрепляет его иммунитет. Народ, который всю жизнь кочует, понимает, что даже в самые трудные дни нужно жить светло и находить целебные средства в самой суровой природе. Алтай раскрывает уникальные свойства традиционной уйгурской медицины, вписывая новые строки в книгу «Общей судьбы тюркских народов».